Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. Грозный меняется на глазах. Глава Чеченской Республики вместе с мэром столицы посетили крупные строительные площадки. Более 33 тысяч квартир находится. 19 тысяч 200 чем-то квартир уже дается. Четверть века на страже закона. Прокуратура Чеченской Республики отметила круглую дату со дня основания. Прокуратура играет важную роль в сохранении мира и безопасности в регионе. 16-ю годовщину со дня основания отметил Центр исламской медицины. За годы работы здесь приняли 700 тысяч пациентов. Я всеми довольна, у меня слов нету. Реконструкция улицы имени Асланбека Шарипова идет полным ходом. С инспекцией на месте побывал Рамзан Хаджи Кадыров. Его сопровождали первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. На данный момент строители возводят новый мост протяженностью 72 метра, а сама центральная артерия города составляет почти 3 километра. раньше времени доллар было. Войн самый главный, их махали в середине столбы, и то по бокам еще проблем порядка. Еще всех надо. Я сейчас так чуть не шел. И свои еще, надо 21 метр. Дорога проходит вдоль социально значимых объектов, поэтому глава региона поручает ускорить строительные работы. брусчатка, бордюр вайлон, гранитовый бетон, قطع خنکر سگاه اشت گرانیت و دو کسوچس نکاتچات سلام سگاه شست پولست هرمونه حکر ربول بل اشت دواها شابك شست پولست خدا بسنی دوست و دبرچ مون انجام صار دینا بیوسن بگاتش بیوسن بیت بیزن بیوسن دویچ دینا بیوچ Около 150 многоквартирных домов возводятся в новом районе Грозного имени Владимира Путина. Строительные работы не прекращаются ни на один день. Первая линия проспекта, представленная дубайскими домами, будет сдана уже осенью этого года. Реализацию масштабного проекта контролирует лично глава республики. В минувший вторник он побывал здесь с инспекцией. Подробности далее в сюжете. Рамзан Хаджи Кадыров прогуливается по будущему проспекту. Он приехал, чтобы лично проверить обстановку на строительной площадке. Сейчас, недалеко от дорожной развязки, соединяющей старый и новый проспект, строится еще 4 дубайских дома. Ранее здесь располагался правительственный комплекс. О ходе возведения докладывает мэр столицы. через 2,5-3 месяца Мэр Грозного отмечает, что новый район привлек большое количество инвесторов. да хон ще еще подземный развязка шат, где Кадырова Путина соединение бетчига на светофора того алиешу, пока хор светофора хаши подземный переход шурупца. Здесь помимо квартир имеются также коммерческие помещения, а за счет реализации такого масштабного проекта создается много новых рабочих мест. Более 100 тысяч населения предусмотрены новый район, более 350 тысяч квадратов коммерческий объект, коммерческий объект, социальный объект,
управляющая компания Хокашаек перевел Белометрига более 20 тысяч рабочих метров создателей нового района. Хасмагомед Кадыров показал главе региона новый проект. Это дом по образу, напоминающий джигита в бурке. Расположится он в самом центре столицы. Харсан дом предусмотреть на хара вон образ хару аль жиги класс верта дольше бурка и зауш заду мэри юхе хар дом да цунти иштра налогов даяком чага хасаб воле это войнаском стиле вой. Спрос на квартиры в новом районе большой. Многие из них уже распроданы. Такая тенденция и у коммерческих помещений. Более 33 тысяч квартир охватно. 19 тысяч 200 чем-то квартир уже дается из-за более 60%. Для контроля качества работ и сроков была создана специальная группа. О ее деятельности главе региона доложил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Рабочая группа, как строитель муслимут, каждый день рабочая группа, образ هناك بتشين حلقي ونوع طيح كويس إيه 10 دقايق شو يديون شيء كوميونيكاسيون شيء ديون نجا أو بدخل شو إيش تعيون إيش ديون كويس وقت كاني ديون وقع هذا وغيره ما بس ما يريد ثاني هو دول ديون مو شو مش عارف دين عبد الكل شيء ديون كذا ما تعيون شو أنا عبد كاش دين عروش ديون شو بس عبد المشكلة هي تيزا قلت شو تاع لوردي تي عمال رفتن سروق شات مسلم سوق عن كاسيت شو يو إيساس أسات أو بقول استوى سروق شواريش تنتي بولن شابكة يلقروش В завершении Рамзан Хаджи Кадыров поблагодарил ответственных за реализацию масштабного проекта. Они демонстрируют высокий уровень профессионализма, добавил он. Ислам Ершов, Аслан Исхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Ушел из жизни ректор Северокавказского университета имени Абу Ханифы Шарабуддин Чачаев. Известный богослов был глубоко уважаемым и хорошим другом семьи главы Чеченской Республики. Похороны, которые прошли в Кабардино-Балкарии, посетил Рамзан Хаджи Кадыров вместе с муфтием региона Салахом Хаджи Межиевым и соратниками. Они выразили соболезнования родным и близким усопшего. Аллах, чтобы простил ему грехи. Глава региона отметил, что Шарабуддин Чачаев имел крепкую дружбу с первым президентом Чеченской Республики Ахматом Хаджи Кадыровым. Он обладал глубокими знаниями и всегда говорил правду. Говорил правду. Нравится тебе, не нравится. Вот ты такой должен быть. Меня всегда наставлял, но после того, как ушел Ахмад Хаджи, как-нибудь встречались всегда, отводил меня, сказал, как надо делать. Аллах, чтобы мы все собрались в раю. Аминь. По поручению нашего главы прочтено 1000 Куранов, хатмов. Сделаем дуа. Пусть Всевышний Аллах примет. В Грозном отметили 25-летие со дня образования прокуратуры Чеченской Республики. В мероприятии приняли участие представители органа власти и сотрудники надзорного ведомства. Председатель правительства региона Магомед Даудов зачитал приветственный адрес главы республики. Уважаемый Арсен Ахмедович, дорогие друзья, поздравляю вас с 25-летием создания прокуратуры Чеченской Республики. Я убежден, что законность и правопорядок региона напрямую зависит от эффективности работы надзорного органа. Прокуратура формировалась в трудных условиях, когда в регионе велась активная борьба с международным терроризмом. В то время первый президент Чеченской Республики генерал Ахмат Хаджи Кадыров
Алвазов Облджойсон настоятельно добивался, чтобы надзорные органы начали работать в полной мере. Сегодня прокуратура Чеченской Республики занимает лидирующие позиции в рейтингах среди субъектов России. В 2024 году проведена большая работа в целях профилактики и устранения нарушений федерального законодательства. Вынесено около 15 тысяч актов прокурорского реагирования, что является хорошим показателем. Прокуратура играет важную роль в сохранении мира и безопасности в регионе. Также прошла церемония награждения сотрудников прокуратуры, отличившихся при выполнении служебных обязанностей. Магомед Даудов вручил им государственные награды и почетные грамоты. 8 февраля исполняется 25 лет со дня создания прокуратуры Чеченской Республики. Несмотря на молодой возраст, она заняла достойное место в системе органов прокуратуры Российской Федерации. И на протяжении всего этого времени решает задачи по укреплению законности и правопорядка в регионе, защите прав граждан, интересов общества и государства. В Грозном прошло расширенное совещание правительства Чеченской Республики под председательством Магомеда Даудова. В нем приняли участие все руководители министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований. В ходе совещания заслушали доклады, касающиеся бюджета, налоговых и неналоговых доходов, состояния рынка труда и путей оздоровления госфинансов. Подробнее в сюжете Халимат Шахидовой. Правительство Чеченской Республики по поручению главы региона проводит активную работу по повышению налогового потенциала, снижению дефицита бюджета, а также созданию рабочих мест. Тему социально-экономического положения подробно обсудили на расширенном совещании правительства республики. Благодаря принятым мерам все социально значимые обязательства бюджета в 2024 году исполнены. А бюджет на 2025 год принят со снижением уровня дефицита на 4 миллиарда рублей. Глава Чеченской Республики 25 декабря 2024 года подписал соглашение с Минфином России о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Чеченской Республики. Все базовые поручения, направленные на оздоровление государственных и муниципальных финансов, даны главой Чеченской Республики по итогам совещания от 25 декабря 2024 года. По итогам 2024 года из консолидированного бюджета региона мобилизировано больше 30 миллиардов рублей, что на 41,4% больше, чем было годом ранее. Также положительный рост показывают все ключевые налоги. Об этом в своем докладе рассказал руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Чеченской Республике Саид Тумхаджиев. За 2024 год в консолидированном бюджете республики нашим управлением мобилизовано 30 миллиардов 287 миллионов рублей. И это без учета акцизов, которые управление не администрирует. В том числе в региональный бюджет 19 миллиардов 373 миллиона рублей, в местные бюджеты 10 миллиардов 914 миллионов рублей. Плановые задания по бюджету в сумме 28 миллиардов 248 миллионов рублей исполнены на 107,2%. О ходе реализации мероприятий программы оздоровления государственных финансов Чеченской Республики на период до 2027 года рассказал министр финансов региона Султан Тагаев. В результате слаженной работы всех участников бюджетного процесса по итогам исполнения бюджета в 2024 году прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета составил консолидированный бюджет Чеченской Республики 9 миллиардов 302 миллиона рублей. Республиканский бюджет 6 миллиардов 317 миллионов рублей или 32,9% выше к уровню 2023 года. При этом в рамках реализации программы обеспечено выполнение и перевыполнение планов назначений по всем видам налогов, по которым планировался прирост поступлений в результате реализации программы мероприятий программы. Магомед Даудов подчеркнул, что в текущем году нужно более эффективно использовать средства местных бюджетов. В приоритете расходы на социально значимые цели. Прежде всего, необходимо финансировать в первоочередном порядке социально значимые расходы. Не принимать решения, приводящие к снижению налогооблагаемой базы. Направлять дополнительные поступления по налоговым и неналоговым доходам на исполнение поручений президента страны, главы и правительства Чеченской Республики. Хочу особо отметить условия соглашения, подписанного главой Чеченской Республики
героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым с Минфином России касаются всех уровней консолидированного бюджета Чеченской Республики. За неисполнение условий соглашения персональную ответственность будут нести руководители исполнительных органов и органов местного самоуправления Чеченской Республики. Уровень безработицы в республике снизился с 8 до 5%. Получилось достичь такой результат посредством мероприятий по созданию новых рабочих мест и легализации неформальной занятости. А в 2025 году планируется создание более 2500 мест для трудоустройства. Об этом доложил министр экономического и территориального развития республики Рустам Шаптукаев. Согласно представленным на сегодняшний день данным, в 2025 году планируется создание 2764 рабочих мест. Учитывая значимость реализуемых мероприятий дорожной карты для социально-экономического развития Чеченской Республики, хотелось бы подчеркнуть, что работа в данном направлении находится на особом контроле главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. А также отметить, что для достижения значения установленных целевых показателей требуется консолидация усилий всех региональных и муниципальных органов власти Чеченской Республики. За прошедший год социально-экономическое состояние республики значительно улучшилось. Так, один из хороших результатов – это исполнение консолидированного бюджета по налоговым и неналоговым показателям. Он составляет 106% с перевыполнением на 2 миллиарда. Халимат Шахидова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев, Неделя. В Грозном прошло совещание, посвященное развитию всесезонного туристического комплекса «Ведучи», а также расширению особой экономической зоны на территории Тумкалинского района. На встрече под руководством вице-премьера, министра экономического и территориального развития региона Рустама Шаптукаева приняли участие официальные лица республики, представители акционерного общества «Кавказ РФ» и Министерства туризма. Стороны определили ключевые направления для дальнейшего развития курорта «Ведучи», как повысить его конкурентоспособность и привлечь больше туристов. Часть предложений включили в презентацию, которая прошла в ходе встречи. Концепция очень интересная, ее сложно объяснять, ее, наверное, нужно видеть, но то, что мы получили обратную связь от руководства Чеченской Республики, обменяемся мнениями, и дальше наша задача, уже не оттягивая, с завтрашнего дня начинать ее реализовывать, и тогда мы уверены, что с момента запуска северной части курорта «Ведучи» у нас курорт будет развиваться уже как уникальный своеобразный объект, который сделает его отличным от всех других курортов России и мира. В Грозном отметили 8-ю годовщину со дня создания республиканского общественного движения «Турпалхой». В мероприятии принял участие помощник главы региона, министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, который поздравил активистов проекта с этой знаменательной датой. Он отметил важную роль организации в общественной жизни республики и ее вклад в сохранение национальных ценностей и истории героев. движение подвига арвиш бешмо кегина хуэлчи уже поддик дуч майра больше я юж дюнам душ бюзин ночи он айбус хаши коят своестя Ахмад Хажидин да вот волоэлчи тигна вости больше сема больше Рамзан Хажи команда тигна вости больше больше арвиш. В ходе мероприятия отличившимся сотрудникам движения вручили награды за вклад в развитие гражданского общества и активную общественную деятельность. Турпалхой за эти 8 лет реализовал больше 30 крупных проектов, такие как «Ожившие герои на защите своего отечества», «Герои СВО», «Наследие героев», «Турпалхой Эмалш». И один из самых крупных наших проектов – это кинокартина «Семья Ахмад». Это будет 5-серийный фильм, который выйдет в ближайшее время на всех официальных площадках, кинотеатрах нашей страны. Иншаллах, да, могла с такой поддержкой, как главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, с теми условиями, которые он создал для молодежи, для всех организаций, всех ветвей власти, так скажем, мы будем только развиваться. 16-летнюю годовщину отметил Центр исламской медицины. За это время специалисты учреждения приняли 700 тысяч пациентов. Богословы приходят на помощь, когда традиционная медицина бессильна. Они снимают порчу с глаз и помогают избавиться от одержимости джиннами. Подробнее расскажет Хава Ахмадова. Центр исламской медицины начал свою работу 1 февраля 2009 года. Он был открыт по инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова.
Уже 16 лет Центр исламской медицины помогает людям обрести исцеление души и тела. Богословы центра ежедневно снимают порчу с глаз и помогают избавиться от одержимости джиннами. В честь торжественного события богословы прочитали мавлид. Учреждение финансируется региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Профилактика и лечение проводятся бесплатно. Богослов-целитель Центра исламской медицины Тахир Закараев рассказал о пользе чтения Корана от всех недугов. Центр исламской медицины популярен не только в республике, но и за ее пределами. Ежедневно люди из разных регионов приезжают сюда за исцелением. Я не знаю, что сказать. У меня дочка в таком состоянии была. И вот все они как читали, все, вот и Муса, и они все, я всеми вот от души благодарна. У меня слов нету. Вот это, если бы это не эта клиника, мы бы не знали, что делать. Я всеми довольна, у меня слов нету. В клинике созданы все необходимые условия для лечения. С недавних пор здесь появилось стационарное отделение. Оно включает в себя 10 палат, в каждой из них по 2 кровати. Ежедневно в центре принимают до 100 человек. За все годы было принято около 700 тысяч пациентов. Также здесь ведет прием костоправ и проводят хиджаму. Хава Ахмадова, Имам Юсупов, Аслан Висхаев. Неделя. Саудовская Аравия заявила, что не установит дипломатические отношения с Израилем, пока не будет создано палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. А представители Хамас побывали в Москве по приглашению МИД России. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». Саудовская Аравия заявила, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем до создания палестинского государства. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подчеркнуло, что королевство продолжит работу над созданием независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, что является условием нормализации отношений с Израилем. Заявление прозвучало в ответ на высказывание Дональда Трампа о планах США по управлению и восстановлению сектора Газа. В арабском мире растет число неженатых людей старше 30 лет. Причины – нестабильность, войны, миграция, экономические трудности, стремление молодежи, особенно женщин, к образованию и карьере. Традиционные ценности меняются, и молодые арабы все чаще откладывают вступление в брак, стремясь к свободе и независимости. Турция примет 15 освобожденных палестинских заключенных из Газы, прибывающих через Египет, сообщил Министерство иностранных дел Турции. Это решение президента Эрдогана обусловлено условием соглашения о прекращении огня, запрещающим заключенным оставаться в Палестине. Турция стала первой страной, предложившей принять бывших узников. Аль-Арабия сообщает о возможной готовности Алжира и Катара присоединиться к инициативе. Москву по приглашению Министерства иностранных дел России посетили представители Хамас для переговоров о прекращении огня с Израилем, освобождении заложников и восстановлении Газы. Замглавы Политбюро Хамас Муса Абу Марзук заявил об освобождении российского заложника Александра Труфанова в ближайшее время, назвав это жестом доброй воли в ответ на позицию России по палестинскому вопросу. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале.
Эколята «Друзья пернатых». Так называется всероссийский конкурс, в котором приняли участие чеченские школьники. Они повесили 30 скворечников и 10 кормушек для птиц в Грозненском дендрологическом саду. При этом изделия сделаны из натуральных экологических материалов. В акции также участвовали дети из Республиканского эколого-биологического центра. Молодежь и подрастающее поколение должны знать, что все-таки это первое, это то, что должны обратить на экологию. Мы прекрасно знаем, что глава республики Рамзан Ахматович Кадыров уделяет особое внимание развитию и для улучшения экологической направленности в республике. И также, чтобы примером стали и для именно в первую очередь это подрастающее поколение, молодежи, дети. Хотя бы дети будут знать, что если ты повесишь эту кормушку, хотя бы конструкцию этой кормушки будут знать. Как, что сколачивать. Сегодня здесь повесят, завтра у себя дома, завтра у соседей может быть. Все для пользы. Для юных участников конкурса подготовили подарки, а заместителю директора Республиканского эколого-биологического центра Зарите Хасановой вручили благодарственное письмо от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики. В Шейх-Мансуровском районе Грозного открылось местное отделение организации «Опора России». Она будет содействовать взаимодействию бизнеса и власти для развития предпринимательства. Первый вице-президент организации Эдуард Амаров подчеркнул важность такой коммуникации. Сегодня наш друг Рамзан открывает местное отделение Шейх-Мансуровского района. Почему здесь? Да потому что предприниматель решил объединить вокруг себя предпринимателей этого района. Объединяясь, предприниматели помогают друг другу развиваться. Это самый важный инструмент для развития – объединения предпринимателей. Отделение будет возглавлять Рамзан Музаев, владелец и директор компании «Баракат». На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.